Наш эфир продолжит программа «Актуальное интервью». В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Дни Александринского театра в Якутии пройдут в год столетия региона. Об этом и не только мы будем говорить сегодня с нашим гостем. Это Валерий Фокин, художественный руководитель Александринского театра, народный артист России. Валерий Владимирович, я вас приветствую. Здравствуйте. Добрый день. Но вот все-таки чем дни Александринского театра отличаются от обычных гастролей и, собственно, когда ждать? Ну, отличается, в общем, достаточно принципиально, потому что это более разнообразная программа, это не только приезд одного или двух спектаклей. И сегодня время требует некой акции, некого, так сказать, проекта, можно сказать, то есть разных каких-то проявлений театра, тем более, что Александринский театр – театр национальный, Национальный театр России, первый национальный театр, поэтому хочется показать разное. Поэтому мы, значит, во-первых, привезем, значит, конечно, спектакли, которые будут играться в театре, но вот сейчас обсуждаем, и, может быть, мы даже на открытом пространстве. У вас, это конец июня мы планируем, значит, где-то здесь покажем тоже одну из наших работ, которая будет играться вот так вот на открытом пространстве. В Якутии вообще в этом смысле, в театральной культуре Якутии есть такая любовь к таким открытым праздникам, акциям, спектаклям. И поэтому мне кажется, что открытое пространство в данном случае оно будет очень уместно. А для нас это и экспериментально, и любопытно очень. У нас есть такой спектакль один, который мы играли в Японии на театральной олимпиаде, который играется и в закрытом помещении, и в открытом пространстве. Я думаю, что здесь это будет хорошо. И плюс, конечно, одно из очень важных событий, которые мы хотим провести, это конгресс или форум национальных театров России. Это очень важный момент, поскольку для нас крайне важно, чтобы к национальным именно театрам России было обращено сегодня внимание. Внимания недостаточно, я считаю. Мы будем сейчас учреждать ассоциацию национальных театров. И, кстати говоря, Якутия и Борисов принимают в этом активное участие, как и другие наши партнеры. Мы хотим собрать делегатов из национальных театров России, чтобы обсудить наши планы, нашу жизнь, как мы будем вообще существовать и какое место, я считаю, что на сегодняшний день Национальный театр России должны занимать одно из главных мест в театральной культуре. Вот такие действия, ну а тем более столетие. Поэтому тут как бы все совпадает. Тут один праздник подкрепляется культурными такими днями, приездами вот, театральной общественности. Ну, давайте углубимся немножечко в тему национальных театров. Ваш театр сегодня двигатель развития Ассоциации национальных театров. Вы сказали, в планах есть проведение конгресса национальных театров. И все-таки чем обусловлен выбор именно нашего региона? И, ну, может быть, есть какой-то потенциал театрального сообщества Якутска. Видите вы его или нет? Да, я его вижу, потому что это не случайно, что Якутия, Якутск стоит как бы, ну, во главе лидеров национального движения театрального. Конечно, прежде всего, благодаря спектаклю. Прежде всего, благодаря некой театральной культуре, которая очень самобытная, очень своеобразная. Она, так сказать, зиждется и на традициях, что самое главное, и на каких-то новых формах. Это, конечно, очень важно, и этот опыт очень важно, так сказать, распространить, посмотреть, увидеть. И тому доказательства очень многие. И работы режиссеров ваших, и того же Борисова Андрея, и прочее, прочее. И, конечно же, я бы тут помимо театральных каких-то движений отметил очень активное развитие кинематографа. Потому что то, что сегодня в Якутии кинематограф занимает одно из первых мест в стране, и не только в нашей стране, между прочим, это тоже огромный, так сказать, плюс и потенциал. Я вот, кстати говоря, я надеюсь, все будет нормально, то, о чем мы с вами разговариваем. Я хочу привести и показать свой последний фильм, который я сейчас заканчиваю, премьеру показать в Якутске тоже в эти дни. Это было бы просто замечательно, если честно. Ну, не секрет, что национальные театры существуют у нас по всей стране. Если говорить о центральных регионах и о регионах Дальнего Востока, есть ли какая-то принципиальная разница в национальных театрах или все-таки очень много схожего чего-то? Ну, разница в том, что, ну, во-первых, разные языки, разная культура, так сказать, это понятно, но самое главное, что все-таки национальные театры, они помимо сохранения языка, они еще сохраняют традицию. Вот это очень важно. Традиция в каждом регионе, в отдельном, значит, театральная, культурная традиция, она очень своеобразная.
И она очень оригинальная. Поэтому вот ее, так сказать, вынуть и познакомить людей, которые просто ничего об этом не знают. Первый раз я с этим столкнулся вот в 2019 году, когда мы в Петербурге проводили Международную театральную олимпиаду. Тогда была программа национальных театров России, приезжали, кстати говоря, из Якутии, и из других, так сказать, регионов. И я увидел какое-то огромное разнообразие. Какие-то театры, казалось бы, мы привыкли к тому, что, ну, так сказать, просто гастроли, ну, там, какие-то декада, галочку поставили и уехали. Оказался там огромный потенциал театральный, культурный, и какое замечательное поле, например, для копродукции, предположим, Национального театра Европейского и, предположим, Национального театра Якутского. Совместная постановка, совместная копродукция, соединение разных культур, которые стыкуются и высекает нечто новое. То есть творческие коллаборации, да? Конечно, это огромное поле. Огромное поле. У нас немножко такое штампованное, идущее, как мне кажется, еще от советских времен, такое отношение к национальным театрам. Ну, там, приедут на декаду, дни такие, проведем, и все, и до свидания. Это вроде такая некая фольклорная экзотика. Но надо это анализировать, углублять, расширять. И вот, мне кажется, ассоциация, и вот то, что мы хотим с национальными театрами делать, это более глубокий подход, более такой подробный подход. Мне кажется, за этим даже будущее театра, потому что сегодня театр не может замыкаться только в себе. Он должен расширяться, он должен переходить границы, он должен не бояться, значит, общаться творчески, профессионально, с разными коллективами. Поэтому, собственно, ну вот как раз-таки конгресс, который планируется и провести в следующем году, и направлен на вот это вот тесное взаимодействие. Конечно, потому что мы будем обсуждать и планы, будем обсуждать, как мы будем работать, будем обсуждать даже вопросы, может быть, копродукции будем обсуждать. Это тоже очень важно, и намереваемся координировать это. Кроме этого, мы строим сейчас площадку в Москве, занимаемся ей, которая должна стать центром национальных театров России. Я надеюсь, что если это все произойдет, значит, национальные театры смогут приезжать в Москву, смогут играть. Это суперсовременная площадка, вот закончен проект. Сейчас мы, так сказать, пытаемся двигаться, значит, уже в сторону, значит, дальнейшую. Там есть уже часть строительных работ выполнена. Если это все произойдет, значит, театры национальные получат не просто возможность приехать и показать, но, опять же, то, о чем я говорил выше, возможность вот этих вот профессиональных программ, продукции, мастер-классов, лекций и так далее, и так далее. Мне кажется, это большое дело. Ну, не секрет, что для этого всего нужны и деньги в том числе. Общаетесь вы с национальными театрами нашей страны очень много. И, на ваш взгляд, достаточно ли на текущий момент со стороны государства оказывается поддержка национальным театрам у нас? Мне кажется, недостаточно. Недостаточно. То есть пытаются, конечно, в отдельных регионах. Все зависит, вы сами понимаете, от региона и от руководства региона. От их отношений очень многое зависит. Но в целом национальным театрам, мне кажется, надо уделять больше внимания. Больше внимания. И, конечно, многие театры просто требуют просто элементарного и ремонта, и реконструкции, и материально-техническая база не обновлялась в течение многих лет. Проблем много. Проблем много. Уж я могу сказать о такой вроде детали, но она существенная. Есть театры национальные, которые говорят только на своем языке, и для того, чтобы нужны переводы просто, чтобы выезжать, нужны синхронные переводы, нужно это все организовать. Это же все и деньги в том числе. И... То есть этим надо заниматься серьезно. Вот если мы поймем, и государство поймет, что это государственный вопрос, национальные театры, это не просто... Только вот я до этого рассказывал, так сказать, театральные эстетические какие-то идеологии. Это вопрос государственный, потому что это единение нашей страны, это консолидация. Тут очень много намешано всякого. Поэтому, я думаю, государство должно более активно в это дело вмешаться и более активно помогать. Ну и, скорее всего, со стороны государства в лице региональных властей должна быть максимальная поддержка, потому что национальный театр – это лицо региона. Конечно, безусловно. В театральной среде бытует мнение, что классический русский театр сейчас находится, ну, не в самом, скажем так, выгодном, удачном положении, тоже нуждается в поддержке и внимании. И можно ли говорить о том, что жанр классического драматического русского театра умирает, особенно для молодежи, в эру ТикТока, легкого развлекательного контента? Нужно ли спасать жанр? Ну, вы понимаете, сегодня
поле, так сказать, на котором работает театр, в том числе русский театр, так сказать, вообще наш театр, оно достаточно разнообразное. Казалось бы, зритель может выбрать для себя то, что он хочет, казалось бы. Конечно, время делает очень серьезные поправки, и поэтому то, о чем вы говорили, о неком развлекательном контенте, это превалирует. И во многих моментах это, так сказать, становится главным. Коммерческая составляющая часто выходит на передний план. Это плохо, потому что все, что связано со смыслом, с серьезностью, серьезной тематикой, сразу моментально уничтожается. Поэтому тут важен баланс, я считаю. Надо сохранять и то, и другое. Но при этом надо помнить, что в таком вот замороженном виде, да, классический театр, русский или не русский, какой угодно, он существовать не может. Время все-таки корректирует. То есть суть традиции, вот сердцевина, самое главное, зерно, оно должно остаться всегда, но формы могут меняться. Поэтому это должен быть более гибкий подход. Но при этом нельзя забывать о том, что смысл, тем более в русском театре драматическом, всегда был на первом плане. Мы никогда не шли за развлекательностью только, никогда. И этим были сильны. И поэтому наш репертуарный театр, которому нам завидовал всегда, так сказать, весь мир, и Европа, я это знаю, своих коллег зарубежных, что вот вы имеете возможность репертуарного театра, а мы не имеем. Вот это надо сохранять. Но сегодня поле довольно широкое, и можно выбрать разное. Вопрос в том, что ты выбираешь. Это уже вопрос воспитания, воспитания театрального вкуса и так далее, и так далее. Да? Вы затронули очень серьезную проблему. Ну не и так просто. чем выбираешь, головой или сердцем? Ну, конечно. В принципе, Конечно. вот очень хороший толчок развитию вот именно драматическим театром дала государственная программа по межрегиональному обмену, по межрегиональным гастролям. Нет ли, может быть, в планах обсудить на Конгрессе аналогичную программу, чтобы получить поддержку государства и для национальных театров? Может быть, мы это обсудим. Сейчас мы, по крайней мере, в программе больших гастролей, то, о чем вы говорите, которая по инициативе Минкульта сейчас существует, мы частично по этой программе, конечно, будем приезжать к вам, и ездим, и вы будете выезжать, ваши театры. Это большое очень дело, потому что восстановилась сетка гастрольная, наконец-то, потому что она была уничтожена. И много лет ее вообще не было. А в Советском Союзе, надо отдать должное, она была. И она была очень серьезно, так сказать, разработана. То, что сейчас она восстановилась, и, конечно, может быть, там просто, может быть, не стоит делать новую какую-то программу, но вот существенное место вот в этой программе гастроли должны занимать национальные театры. Вот это надо застолбить, вот это надо зафиксировать, чтобы это было не просто случайностью, а чтобы это было... Чтобы это было системно. Да, абсолютно правильно. Валерий Владимирович, я благодарю вас за эту интересную беседу. Огромное спасибо, что ответили на наши вопросы. Ну и с нетерпением ждем Дней театра в следующем году. Мы тоже с удовольствием приедем. Это была программа «Актуальное интервью». О днях Александринского театра в Якутии, которые пройдут в год столетия региона, мы говорили с гостем нашей студии. Это Валерий Фокин, художественный руководитель Александринского театра, народный артист России. Вы смотрели «Актуальное интервью». До встречи в эфире.